Открывают еженедельные совещания под руководством Владимира Сластенина с доклада о ходе отбора граждан на военную службу. Квота для региона на эту осень, установленная штабом Южного военного округа, 220 человек. На сегодняшний день из них призвано 138. Больше всего новобранцев из Назрановского района – 93%. Допустим, город Назрань, где из 39 человек на сегодняшний день всего лишь 9 человек призваны, они все, собственно говоря, отправлены. Где они возьмут 30 человек до конца призыва, и смогут ли они это сделать, здесь я вопрос. Поэтому я хотел бы в данной ситуации внести предложение. Пересмотреть задание и перераспределить его между муниципальными образованиями. Там, кто не выполнил, кто не справился, уже будет дальше. Говорят на совещании и об освоении федеральных средств в рамках реализации в регионе нацпроектов и федеральных программ. Так, в общем мониторинге Минфина России по 8 национальным проектам в Ингушетии кассовое исполнение превышает среднее значение по стране. Демография 87,5%, образование 84%, экология 100%, безопасные дороги 100%, культура 68,3%, малое и среднее предпринимательство 94%, международная кооперация, экспорт 100%, туризм 100%. Среднее кассовое исполнение по стране составляет порядка 73%. При этом по некоторым объектам, построенным в рамках нацпроекта, регион должен получить разрешение на ввод уже до конца 2024 года. 6 школ на 3134 места. Это у нас Дом культуры Джейрафи в сельском поселении, Центр социального обслуживания в городе Молдове, ФОП в сельском поселении Пашсуки, инфекционное отделение Белецкой больницы, Альтиевский водозабор. Все эти перечисленные объекты должны получить разрешение на ввод, иначе нас ждет штраф со стороны федерального центра за незавершение мероприятий, предусмотренных в рамках первого этапа реализации национальных проектов. Следующий вопрос касается работы, проводимой по реорганизации и ликвидации государственных и муниципальных унитарных предприятий республики. На сегодняшний день мероприятия завершены в отношении 26 предприятий, из которых 8 реорганизовано, а 18 ликвидировано. У нас находится 12 предприятий, в отношении тех предприятий находится в процессе вопроса, установленные сроки их ликвидации не применяются. В процессе реализации, то есть предприятия, в отношении которых принято решение о реализации, у нас 11 предприятий, 9 ГУПов и 2 МУПа. В стадии ликвидации у нас тоже 11 предприятий, это 2 ГУПа и 9 МУПов. Говорят также и об утверждении проектов паспортов госпрограмм региона и о рассмотрении проектов нормативных правовых актов. Программа предусматривает мероприятия по включению объектов культурного наследия республики в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. По состоянию на сегодня в единый государственный реестр включено 349 объектов культурного наследия. Плановые цифры на 25-26 год по 200 объектов в год, и к 2026 году должны внести, показатели должны достигнуть 740, где-то около 750 объектов культурного наследия. Завершилось совещание на приятной ноте награждением почетной грамотой от Союза ветеранов СВО председателя правительства за активную гражданскую позицию и активное участие в гуманитарной помощи подразделений, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Наградить памятной медалью Герой гуманитарной миссии председателя правительства Сластенина Владимира Владимировича. Спасибо. Медаль, приказ и также грамота, тоже подписанная Панчуриным. Тамара Хашагульгова, Сулейман Костоев, Магаз 24.